Когда все, казалось бы, стало более-менее налаживаться, и мы уже думали, что ковид закончился и маски сняты, мы уже готовы были вступить в новый этап нашей жизни, субханаллах. Очередной политический инцидент приковывает внимание всего мира. Одна из великих супердержав нашего времени, Россия, вторгается в Украину. И всю последнюю неделю, и днем, и ночью нас не оставляют эти новости. Всюду мы только и слышим об этих реалиях. Аллах говорит нам в Коране: «Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец цивилизаций, которые были до них?» Речь идет об истории. Аллах говорит в Коране: «Разве мы не закрепили за ними Мекку в качестве безопасного святилища? Разве они не видят, как они получают пропитание и защиту от междоусобной войны?» Вот вам аналитика текущей политики. Вдоль и поперек в Коране Аллах призывает, чтобы мы размышляли над творением, над событиями из прошлого и над будущим, и смотрели на них глазами мусульман и му'минов. Именно так я и пытаюсь сегодня поступить. Пожалуйста, учтите этот момент. Это совсем не политическая аналитика, а теологические уроки, которые все мы должны для себя извлечь. Второй пункт. Почему нас должны беспокоить события, происходящие в каких-то двух далеких странах? Ну и что с того, что одна страна вторглась в другую? И на самом деле, я был удивлен, когда услышал абсолютно легкомысленные реплики, что, мол, эта война нас вообще не касается. Кто-то даже сказал: подумаешь, два кафирских государства воюют, а нам-то какое дело? На самом деле, я был удивлен, поскольку это говорит о незнании как истории, так и основ исламской теологии. Что касается незнания истории, то достаточно вернуться лишь на 100 лет назад, когда Первая мировая война стала следствием конфликтов как раз в том же самом регионе. Сербия, Германия, Россия и другие страны. 100 лет назад. И поначалу Первая мировая война не имела никакого отношения ни к Ближнему Востоку, ни к арабам, ни к мусульманской цивилизации. Но уже к концу Первой мировой войны в нее был затянут весь мир, в том числе и наши мусульманские страны. Прямым следствием Первой мировой войны стало падение халифата. И соглашение Сайкса-Пико, разделившее мусульманскую умму на десятки стран, вступило в силу. Палестину передали британцам, а дальше вам и так известно. А представьте, если бы 100 лет назад кто-то сказал: да какое нам дело до этих событий во Франции, Сербии, Бельгии и России? Какое нам дело? Неужели история вас ничему не учит? Когда дело касается мировых держав, весь мир становится вовлеченным. Но даже если и не история, какое же нужно иметь сердце, чтобы не сочувствовать страданиям людей? Какую же мы веру преподносим, когда кто-то из наших рядов заявляет, мол, подумаешь, два кафирских государства воюют? А мы-то тут при чем? Где же наша элементарная человечность и сострадание? Субханаллах. Чему же тогда нас учит сира? Чему же тогда нас учит сунна, когда рассказывается о женщине, которая попала в огненную гиену только за то, что она не проявила должного отношения к кошке? Или же когда женщина легкого поведения попала в рай за то, что она проявила сострадание по отношению к собаке? Если Аллах будет наказывать людей за бессердечное отношение к животным, и Аллах дарует награду людям, проявившим сострадание к животным, включая собак, то что тогда говорить о сострадании по отношению к людям, братьям? Или что вы тогда думаете по поводу легкомысленного отношения к ближним? Какой же должен быть у человека иман, что он заботится только о мусульманах и не беспокоится о других? Да, несомненно, я и сам буду первым, кто скажет, что мы ближе к нашим родственникам и братьям-мусульманам. Никто в этом не сомневается. Когда нам кто-то нравится, когда мы хорошо знаем кого-то, когда у нас есть родственная связь с кем-то, то и уровень наших отношений будет намного выше. Но это совсем не значит, что если человек не разделяет нашу веру или наши понятия, то мы не должны проявлять сочувствие. Никак нет. Массовое убийство гражданского населения, создание огромных потоков беженцев, горькие страдания и беды, которые несет всякая война, должны вызывать в нашем сердце искреннее чувство сострадания, искреннее чувство заботы о человечестве. И я скажу вам прямо, возьмите любого мусульманина, который не переживает, видя страдания какой-то группы людей, ни в чем не повинных людей, то у него явно что-то не в порядке с иманом. Это совсем не тот иман, которому учили нас Аллах и Его посланник. Мы переживаем за каждого, будь это сирота, ятим, факир
факир, мискин. Мы переживаем за беженцев, женщин и вдов. Мы переживаем за всех, независимо от их веры. Да, мы не отрицаем, что если это мой родной кровный брат, то, конечно, он мне ближе. Если это брат-мусульманин, то, безусловно, наша связь намного крепче. Но только потому, что он мне не брат, или же незнакомец, исповедующий иную религию, то это не значит, что у меня нет к нему сострадания. И всякий, кто думает иначе, еще не познал реальный смысл своей религии. Это второй пункт. Конечно, мы переживаем как в историческом плане, так и в плане проявления человечности по отношению к нашим ближним со стороны мусульман. Более того, никто и не говорил, что в том регионе нет мусульман. Почитайте историю. В том регионе на протяжении многих веков были заметны скопления мусульман. На протяжении сотен лет. Возьмите татары и татарскую цивилизацию, которую составляют мусульмане, как и скопление прочих народов. Следовательно, мы переживаем. И мы переживаем по многим причинам.